Я сначала несколько слов, так, в нескольких словах обрисую ту миссию, которая, мне кажется, есть у нашей Российской библиотечной ассоциации. Я характеризую ту ситуацию, в которой мы сейчас работаем, как ассоциация, и мы работаем как просто профессионалы в этом библиотечном мире. Ну и расскажу о том, какие есть сейчас конкретные проблемы, которые мы пытаемся решить во взаимодействии с властью. Ну, первое. Для чего вообще нужна Российская библиотечная ассоциация? Сразу скажу, это не профсоюз, это не организация, которая занята, у нее одна забота, это права трудящихся в своей отрасли. Это объединение профессионалов, объединение библиотек, формально это объединение библиотек, а по сути своей для меня это объединение нас всех, библиотечных работников, в единое профессиональное сообщество. И миссия такого объединения – это быть голосом профессионального сообщества перед окружающим миром. Это первая и очень важная вещь. Консолидированный голос от имени библиотек о том, что думают по этому поводу библиотеки, как они видят ту или иную проблему. И этот голос очень важно, чтобы слышало и общество, и власть. Вот два адресата у этого самого голоса. Это наша внешняя миссия. А внутренняя миссия не менее важная. Это объединение нужно нам самим для того, чтобы внутри договариваться о каких-то общих вещах, внутри помогать друг другу решать те или иные проблемы и вообще чувствовать себя, каждый из нас, специалист, это часть большого профессионального сообщества нашего российского, а по большому счету и мирового сообщества, потому что Российская библиотечная ассоциация является членом ИФЛА, Международной федерации библиотечных обществ и ассоциаций, и выступает там как национальная российская ассоциация. И вот эти две внешние и внутренние функции, они определяют нашу деятельность сегодня. Если говорить о нашем голосе для общества, здесь, наверное, никогда в истории библиотек не было такой острой необходимости нам заявить о себе. И заявить о себе не просто своей работой, что мы делали всю историю библиотечного дела, а сказать ясно понятным и наглядным языком о том, для чего нужны библиотеки современному миру. Каково будущее общества, если оно будет без библиотек, каково будущее с библиотеками. Это проблема, которая не проблема сугубо русская, российская. Это проблема всего мирового библиотечного сообщества. Сейчас, только недавно закончилось голосование, которое проходило по всему миру, организованное международной ИФЛА, по такому проекту, который называется Global Vision, то есть глобальное видение. Задачка этого проекта очень простая. И вот когда я впервые с ним познакомился, я подумал, боже мой, это вот то, о чем мы здесь учим, чем мы мучаемся. Библиотекари мирового сообщества хотят выработать единую концепцию, единую какой-то осмысленный, логичную картинку построить библиотеки, которую можно было бы предъявить мировому сообществу и сказать, мы нужны, потому что мы вот такие, мы вот так-то будем развиваться, мы вот такую пользу принесем всему миру. Причина вот того, что во всем мире вдруг после 200 или 500, если говорить о мировом сообществе, 200-летней истории библиотек, нам нужно об этом говорить, она очевидна. Вы знаете, те глобальные изменения, которые произошли в культуре и в первую очередь в информационном пространстве, поменяли роль библиотек. Если традиционно в модели просвещенческой, в которой жила Европа, жили мы на протяжении последних 200 лет, книга в центре мироздания, она
концентрирует все самое важное и самое нужное для прогресса человечества. А книга, где она находится? Она в библиотеке находится. А чтобы получить эту информацию, в этой книге нужно прийти в библиотеку, и библиотека, даже когда мы жалуемся на то, что нас не ценят, мы сами понимали, что мы в центре мироздания стоим. И по большому счету и общество понимало, что да, без библиотек невозможно. И вдруг оказался мир, в котором вся информацию можно получать вне библиотек. И центр тяжести переместился очень быстро от нас, и мы стали маргинализироваться. Отсюда и появляется вот это вот и наше стремление как-то найти новые точки опоры в этой жизни. И отсюда появился драматичный вопрос для нас: а вы еще существуете, а к вам еще кто-то ходит? И это проблема в известной мере глобальная. И вот ответить на этот вопрос все мы должны. В мировом сообществе это делается с помощью вот этого громадного проекта Global Vision. На него выделен фонд Билла Гейтса, выделил несколько миллионов долларов, и он, значит, реализовывается в ближайшие годы. Для нас, я как раз говорил об этом, когда меня избирали, актуальная задачка, этим мы должны будем заниматься в ближайший год, это создать вот такую внятную концепцию будущего библиотеки и предложить и государству ее, чтобы вопросов больше этих не возникало. Мы уже начали эту работу, уже сейчас работает группа, мы пошли по простому пути, сначала такие сегменты, вот вузовские библиотеки, библиотеки учебных заведений, там более очевидная вещь, и такая концепция разрабатывается на базе университета Томского, библиотеки Томского университета. Сейчас при Государственной Думе, при комитете по образованию создана рабочая группа по выработке такой концепции. Дальше больше мы будем наращивать силы и делать вот совместными усилиями, создавать вот эту вот концепцию представления о будущем. Очень важная сторона нашей деятельности. Вторая проблема – это объяснить власти, зачем мы нужны, и самое актуальное – это участвовать в принятии решений власти по отношению к нам, библиотекам. Потому что вот следствием вот этого отношения к потере библиотеки в этом самом мире людей не библиотечных, она привела к тому, что представители это же тоже люди, и у них тоже в головах какая-то библиотека так брежет. И некоторые из них очень хотят помочь библиотекам, но они исходят из той модели, которая у них в голове. И это спасение иногда становится драмой для нас, когда решения не продуманы и с библиотекарями не согласованы. Но нельзя сказать, чтобы это было совсем не продуманное, не согласованное решение. Но тем не менее, вот сегодня ставка в стратегическое такое направление в нашей государственной власти в области развития библиотек сделано на электронные ресурсы. Вот и Министерство культуры, и выше считают, что все проблемы мы сможем решить, если будет развиваться национальная электронная библиотека, а идеальная модель, которая здесь видится, что в каждом населенном пункте, в селе будет доступ к национальной электронной библиотеке, и тогда вся информационная работа, которая библиотеками осуществляется, она будет вокруг этого концентрироваться. И, например, комплектование фондов, оно перестанет быть актуальным. Зачем комплектоваться книгами, когда все эти книжки можно получить в электронном виде? Понимаете, вот взгляд людей, не включенных в профессиональную деятельность, не представляющих многообразие и сложность нашей деятельности, он приводит вот к таким упрощенным моделям. И задачка вот моя как президента и Российской библиотечной ассоциации добиться того, чтобы и эти люди понимали что из себя представляет реальная библиотека, и учитывали те проблемы, реальные проблемы, которые есть. И вот, например, если говорить о национальной электронной библиотеке и вот этой тенденции, то замечательно, мы согласны с тем, что надо поддерживать всякого рода деятельность в области цифровых технологий,
Но при этом, это прямо у нас такая специальная задачка, последовательно возвращаться к требованию и требовать восстановления трансфертов на укомплектование книжных фондов, последовательно восстанавливать вот это представление о библиотеке не только как о элементе цифровой России, но еще и как тому месту, куда люди приходят за обычной книгой, когда им нужна бумажная книга, вне зависимости от того, как развиваются цифровые технологии. Это даже иногда удается. В этом году как раз руководитель секции РБА во время встречи с нашим премьер-министром на московской ярмарке книжной на Красной площади, она подняла этот вопрос и сказала, что были 300 миллионов, которые давали на комплектование библиотечных фондов, вот теперь их не дают. Потому что Министерство культуры считало, что зачем? Мы лучше больше денег вложим в цифровые технологии. Вот. Дмитрий Анатольевич сказал, да нет, ну какие проблемы, давайте, конечно, надо давать эти деньги. И было распоряжение премьера, выделили их, правда, на обслуживание детей, то есть на детскую литературу. Но я думаю, что это совсем неплохо, такое целевое. Теперь вот задачка моя и задачка руководства Российской библиотечной ассоциации отследить, чтобы это поручение действительно было выполнено, и было выполнено в этом году, потому что, ну, вы знаете, что бюрократические механизмы, они иногда, особенно когда это просто поручение, а не часть бюджета, они выполняются очень, очень сложно и очень долго. В сегодняшнем дню еще никто не получил этих денег, но вот наша задачка добиться того, чтобы эти деньги все-таки дошли до регионов. Это очень сложная вещь. Довольно много проблем, которые возникают у нас в взаимоотношении с органами власти, были в последнее время связаны с новым документом, нормативы распределения сети. Традиционно у нас в стране существовали, в советское время они уже были минимальные нормативы размещения сети, потом они в 90-е годы и в 2000-е годы повторялись. Это тот минимум, ниже которого сеть учреждений культуры, не только библиотек, не может сокращаться. И, к сожалению, вот в прошлом году были приняты новые нормативы, которые снизили порог. Но увеличили, например, тот минимум населения, который должен быть для того, чтобы библиотека существовала. Исчезло из минимума, исчезло название юношеские или молодежные библиотеки, они оказались очень факультативными. Коэффициент, который давал право местным органам власти увеличивать количество библиотек, да, вот здесь по общероссийскому нормативу это должна быть одна библиотека, но в силу мелких населенных пунктов, специфики региона или трудных дорог, можно было вводить коэффициенты до пятикратного увеличения. Это все сокращено было до двухкратного увеличения. Естественно, этот документ вызвал очень большие тревоги и в регионах, и у методических центров, потому что в нашей ситуации, когда бюджеты сокращаются, соблазн снизить все до минимума, а значит закрыть уже реально существующие библиотеки, оказался очень высок. По этому поводу проводилось даже парламентские слушания, на которых Российская библиотечная ассоциация дала расчеты, говорящие об угрозе, которая здесь появляется. И мы дали предложение в проект решения, и проект решения это прошло, но другое дело, что у нас есть, у РБА есть союзники, Общественная палата, Комитет по культуре Государственной Думы, Комитет по образованию Государственной Думы, мы с ними работаем, и они очень поддерживают нас. Сейчас я приеду, и завтра я должен дать наши расчеты и наши предложения по, например, конкурсным процедурам ФЗ-44, в котором проходит комплектование
книг, и вот будут слушания парламентские по этому поводу, и они запросили у нас материалы, и там можно будет выступать. Но, к сожалению, вот эти органы, они скорее дают рекомендации, а исполнение концентрируется все-таки в органах исполнительной власти, в министерствах. И там эта работа оказывается гораздо сложнее. Но по нормативам нам удалось частично добиться смягчения их методических рекомендаций. Установлено пятикратное количество, вот этот коэффициент. Про юношеские и молодежные библиотеки сказано, что если они существуют, то нет никаких оснований от них избавляться. Но вот какие-то такие паллиативные вещи удается решать. Это такая повседневная работа, взаимодействие, очень непростая работа с органами власти. Еще одна проблема, по которой шло активное взаимодействие в последнее время, это литература, изданная организациями, признанными нашим законом нежелательными на территории Российской Федерации. В первую очередь, даже не в первую очередь, то есть исключительно это фонд Сороса или Институт открытого общества, книги, под маркой которого выходили в 90-е годы, попадали в большое количество библиотек, несколько миллионов томов было выставлено, и это было великое благо для наших библиотек, и я до сих пор устаю благодарить и фонд Сороса за эту работу, и тех людей, которые ее выполнили. Но, к сожалению, сейчас это то, что этот фонд был признан нежелательной организацией, вызвало реакцию такую, что эти книги должны быть изъяты из библиотек. Нам пришлось очень много встречаться и с представителями Генеральной прокуратуры, проводить вместе с ними совещания. И, знаете, такая прямо эволюция на первых встречах позиции людей, не включенных в эту ситуацию, была следующая. Ну как? Если нежелательная организация, то ее имени не должно быть, то, соответственно, все книги должны быть изъяты и уничтожены. Начинаем объяснять. Да, мы говорим, ну может тогда вырезать слово. Замахали руками, у нас в истории нашей страны уже были случаи, когда вырезали, вот, тоже не подходит. Но в конце концов, они сделали разъяснение, по которому круг книг, которые считаются нежелательными, ограничивается только той литературой, которая произведениями самого Джорджа Сороса и литературой рекламного характера о деятельности его учреждений. А это всего там 20 книг из громадного массива книг, которые вышли. Но вопрос все равно, когда нет точного списка, открытый, нам придется еще продолжать работать в этой области. И, наконец, есть сферы деятельности, которые Российская библиотечная ассоциация, я во всяком случае так думаю, должна взять в свои руки, и она должна определять характер деятельности здесь. Но это уже задачки не тактические, скорее стратегические. Я имею в виду, в частности, систему повышения квалификации и непрерывного образования библиотечных работников. Вот у нас с вами в советское время и постсоветское время работала и еще работает система методического руководства, повышения квалификации через методические центры. Это все по традиции еще из нашей советской модели. Сегодня модель резко начинает меняться, разрушаться традиционная модель. Сегодня приняты правительственные постановления, по которым, во-первых, вводятся государственные стандарты на профессиональные стандарты, и в том числе на ближайшем заседании правления РБА будем обсуждать судьбу нашего стандарта на библиотечную профессию, насколько то, что подготовлено было и вузами культуры, подходит к сегодняшней нашей жизни. Там написано о том, что библиотекарь, профессионал — это только человек, имеющий библиотечное или педагогическое образование, или имеющий определенный стаж работы. В сегодняшней ситуации мы с вами видим, когда к нам приходит молодая, креативная, как теперь говорят, молодежь, не библиотечные, журналисты. Все это сейчас мы проводили конкурс «Библиотекарь года», и посмотрите, вот те 20 человек, которые вышли в лидеры, там
я признаюсь, почти нет людей, которые бы закончили дневной вуз, институт культуры, библиотечного образования. В лидеры выходят человек с журналистским образованием, человек с каким-то другим психологическим образованием. Это действительно сегодняшнее время, когда он сможет занять должность библиотекаря, проработав 3-4 года, на какой должности он должен проработать, чтобы получить стаж и получить это право, если говорить об этом государственном стандарте профессиональном. Стандарт еще не принят, и нам еще предстоит найти этот компромисс. Все это, значит, принимается стандарт. Дальше принимается и в ближайшие десятилетия будет реализована модель, в которой каждый человек, который хочет сделать карьеру в библиотеке, в частности в библиотеке, должен получить независимую оценку своей квалификации. То есть будут создаваться центры, такие экзаменационные центры, в которых ты приходишь, сдаешь экзамен, получаешь документ о том, что ты прошел этот самый экзамен на какой-то стадии. Дальше уже предъявляешь его работодателю. Плюс к этому система повышения квалификаций очень быстрым образом, поскольку для того, чтобы получить такой сертификат, нужно пройти образование какое-то, получить какое-то образование, очень быстро развиваться начинает система, некоммерческая система получения образования. И мы сегодня уже видим, откройте интернет и библиотечное образование, и вы там получите сотни предложений, за 5000 вас дистанционно обучат библиотечным профессиям, кто только этим не занимается. Вот мы решили, что нет, это уже поезд уходит, и сейчас Российская библиотечная ассоциация, во-первых, ведет переговоры, и мы включаемся в систему, есть такой экспертный совет, который дает право создавать вот эти экзаменационные центры, то есть добиться того, что именно Российская библиотечная ассоциация будет создавать центры экзаменационные, квалификационные в нашей стране, и плюс под эгидой Российской библиотечной ассоциации должны работать своя система повышения квалификации. И еще одна чрезвычайно важная вещь. Мы добиваемся права давать сертификат курсам. Вот вы хотите обучать библиотечным работникам? Пожалуйста, давайте взаимодействуйте с библиотечной ассоциацией и получайте от нее гриф. Это библиотечная ассоциация одобрила. Это работа профессиональная. Это то, что нужно. Вот этот большой комплекс работ, который только начат, первые месяцы идут, и всякие переговоры, и бумаги, и так далее. И я надеюсь, что в ближайший год-два мы эту систему выстроим, иначе просто все будет делаться без нас. И мы будем только смотреть и обижаться, что что-то там происходит. Власть нужно брать в свои руки. И еще одна сторона, она связана с публичной нашей деятельностью. Это то, что раньше называлось обмен опытом. И вот наше единство профессиональное, когда мы должны хорошо знать о том, что делается у нас, и помогать друг другу, и осуществлять методическую помощь внутри нашего сообщества. У нас очень неплохо в РБА работают некоторые секции муниципальных библиотек, секции библиотек субъектов федерации, секция вузовских библиотек. Они и конференции проводят, и разрабатывают свои документы. И это вот как раз то, на чем должна строиться и жизнь ассоциации, и наше с вами профессиональное сообщество. Но теперь есть еще одна задачка. Надо сделать так, чтобы информация о том, как и чем живут библиотеки, была бы известна дальше, чем участники вот этих процессов. Здесь мы создаем такой информационный пул из средств массовой информации, профессиональных, соединили у себя в одну команду представителей всех библиотечных журналов, которые есть, и интернет-коммуникаций. И хотим, чтобы был такой единый источник информации для них, и они могли бы работать согласованно. И теперь уже привлекаем еще и СМИ за пределами профессионального сообщества, потому что вы заметили, в последнее время про библиотеки пишут, но, к сожалению, пишут тогда, когда у нас скандал какой-то, да?
книги изъяли, библиотека сгорела, директора арестовали. Вот тогда, да, слово библиотека, и то, даже тогда, когда люди искренне на нашей стороне стараются написать, ты холодеешь, когда видишь, как они, какие они аргументы приводят, и как они это все видят. Когда это самое была буря вокруг объединения двух национальных библиотек, там журналист писал, как будут перевозить книги из Санкт-Петербурга. Вот, абсолютно непонимание этого. Значит, задачка какая? Мы создаем пул журналистов вот из тех самых изданий популярных, и РБК, Коммерсант, Фонтанка.ру, те, кто больше всего писали о библиотеках, Московский комсомолец дает своего журналиста. Мы их будем и обучать, будем давать им информацию и рассказывать о том, как мы живем. Теперь надо наладить нормальную, адекватную информацию снизу до верха. Потому что когда мы получаем, я получаю какую-то информацию из средств массовой информации, о том, где где-то какой-то ужас произошел, приходится довольно много проводить работу, потому что понять на самом деле, что там было. И получается, что не выиграл, а проиграл, и не 10 тысяч, а 10 рублей. И, в общем, это все сложная работа, на которой мы сейчас действуем. Но я очень много, мне кажется, говорю. Давайте оставим время для того, чтобы вы могли мне задать вопросы или высказать свои какие-то представления, пожелания. Вот интересно, это вот прямо наше библиотечное сообщество. Вы знаете, дорогие друзья, пока вы думаете, одна минутка. Вот одна из наших внутренних проблем с вами, это мы сами. Вот библиотечное сообщество, не знаю, когда это началось, может, 200 лет назад, но нам комфортно огораживаться, нам комфортно так, когда мы вот внутри, и все свои, и здесь мы свободные люди. А вот чуть нужно вовне, там, встретиться с журналистом, то журналист, у него вянут уши, потому что те слова, которые мы говорим, ему непонятны, мы говорим на другом языке. Вот, когда нужно вот аудитория, и вроде бы мы с вами в одном сообществе, да? Но я сейчас по-другому. Если бы мы сейчас на обеде были, я уверен, сейчас 101 вопрос, вот, и никаких проблем бы не было. А вот раз, это уже значит выйти за свои пределы, но уже как-то неловко, и все это, но... Может, давайте я начну? Чуть-чуть, но у меня как бы такой интерес. Национальная библиотека Ивлева, поскольку мы очень долгие годы развивали в республике, идеализовывали общенациональную программу сохранения библиотечных фондов, то последние 2 года она потерпела какое-то фиаско. Вот какая перспектива вообще развития этого направления, как самостоятельные программы и в рамках программы культуры Российской Федерации? Вот хочется узнать, что будет дальнейшее. Кстати, национальная программа сохранения библиотечных фондов это как раз был результат взаимодействия Российской библиотечной ассоциации когда-то и Министерства культуры. Когда Министерство культуры поручило ассоциации разработать эту программу, программа была разработана, были назначены 5 библиотек, ответственных за целое направление программы, а Министерство финансировало, ежегодно давало деньги, а мы, вот федеральные библиотеки, реализовывали каждое свое направление, ездили в регионы, помогали, выделялись деньги на центры региональной сохранности и так далее. Сейчас идет переформатирование федеральной целевой программы, той самой программы, которая является основным инструментом финансирования с федерального бюджета на бюджеты других уровней. Ведь вы знаете, нашим законодательством такое вертикальное финансирование вообще, как правило, не разрешено. Оно разрешено только для 2 вещей. Это межбюджетные трансферты, это когда государство в бюджет закладывает передачу каких-то денег из федерального уровня, но поддержка дотационных регионов. И федеральные целевые программы, в которых тоже эти деньги могут вертикально двигаться. Так вот, к сожалению, ФЦП
РСЗВ, это 2 года назад началось, блок библиотечный был резко сокращен. Это, прямо могу сказать, почти прямая вина руководства отдела библиотек Министерства культуры, которое оказалось неспособным объяснить, зачем нужны деньги библиотекам в федеральной целевой программе. И какие-то вещи распределены, например, там покупка оборудования, это через другие каналы, не через библиотечный. А библиотечным осталось только повышение квалификации. Вот на будущий год остался только на повышение квалификации, есть небольшие суммы зарезервированы. Моя задачка сегодня, поскольку федеральная программа заканчивается 2017 годом, в 2018 году уже новая программа должна быть разработана, восстановить там это направление, потому что никто эту проблему не снимал, и более того, здесь уже задан очень хороший ход работ, и очень важно его поддерживать, этот темп, и в смысле повышения квалификации, и в поддержке тех центров реставрации, и центров редкой книги, которые есть. Только книжные памятники. Единственное, что, видимо, будет финансироваться из того, что называлась федеральная целевая программа, то, что называлась национальная программа сохранения библиотечных фондов. Но как задачка, я об этом не забываю. Историческая библиотека здесь активный участник, и мне это тоже напоминает. Так. Кто-то еще? Да. Расскажите, пожалуйста, о взаимодействии ассоциации библиотеки будущего. Да, значит, у нас есть еще одна. У нас вообще в стране сейчас несколько ассоциаций. Кроме Российской библиотечной ассоциации есть Ассоциация школьных библиотек и Национальная ассоциация библиотеки будущего. Вот. И еще теперь создана Ассоциация «Растим читателя», которая включает в себя не только библиотеки, но и всех, кто занимается детским чтением, но в центре стоит наша Российская государственная детская библиотека. Национальная ассоциация библиотек будущего в какой-то момент она создавалась как известная альтернатива Российской библиотечной ассоциации, потому что была участие наших коллег и неудовлетворенность той пассивной роли, которую РБА играет. Вот. И задачку эта ассоциация поставила следующую. Они не будут создавать структуры, а они будут работать как такой центр проектной деятельности. Есть проект, и поэтому в этом проекте они будут его реализовывать. Но в частности, они сейчас развивают очень проект повышения квалификации и проводят выездные школы в регионах, собирая специалистов, в первую очередь, научно-технических библиотек, и проводя такие курсы повышения квалификации. У нас с моим приходом к руководству РБА мы даже договорились о том, что мы заключим соглашение о сотрудничестве. И сегодня в некоторых сферах, например, международная деятельность, мы договорились и работаем вместе. И более того, на ИФЛА как раз было сказано, да, национальная, то есть когда речь идет о России в целом, это Российская библиотечная ассоциация, а по отдельным проектам это в том числе и Национальная ассоциация библиотеки будущего. Так что вот я думаю, что вот в такой модели мы будем действовать. Проводить какие-то совместные мероприятия, совместные конференции, а дальше друг другу помогать там, где дополнять друг друга, там, где это возможно. Так, там еще. Ясно. Михаил Дмитриевич, вы сказали, что надо возвращаться к комплектованию бумажными книгами. А для чего? Если вот мы не депозитарий, если это просто библиотека, для чего нужны бумажные книги? Ведь в электронном виде информацию получить гораздо быстрее, обычно надо всегда быстро найти ответ на вопрос. И люди, в принципе, уже и привыкли читать электронные книги художественные. Ну вот здесь есть для меня
причины, которые заставляют меня думать о том, что бумажную книгу нужно комплектовать. Первое. Все-таки информация – это не единственное, чем цена книга. Вот если нам нужен набор неких сведений, то вообще-то кроме Википедии нам больше ничего и не нужно. Все ответы на вопросы, они так или иначе здесь есть. Но если ты еще знаешь иностранные языки, то вообще все, ты уже в этом мире. Книга в этом отношении гораздо более универсальна. И я проводил такой опрос в интернете, задали тоже сомнение, а зачем библиотеки комплектуются энциклопедиями? Ну уж сегодня-то что, зачем энциклопедии нужны? Я провел опрос среди библиотечных работников о том, а может быть действительно, давайте вот на этом хотя бы сэкономим, потому что большая российская энциклопедия стоит хороших денег. Но вот здесь библиотекари сидят, вот поднимите руки те, кто считает, что бумажные энциклопедии в библиотеках не нужны. Ну вот видите, вот это значение книги как книги, оно в нашем сознании есть. В нем не всегда есть утилитарность. И я бы даже так сказал, что функции книги меняются по мере того, как оттуда информационное значение уходит, в ней возрастают другие значения. Книга как музейная ценность. И очень скоро наши книги вот советского периода, я просто знаю это по книжному рынку, они будут они будут востребованы именно потому, что они из другой жизни. Вот как, например, сейчас, если у вас дореволюционная книжка попала, что вы с ней делаете? Отдел редкой книги, это редкость. Так вот, помяните мое слово, еще 5-6 лет, и издание трудов Брежнева попадет в редкую книгу, потому что это из той экзотической эпохи, о которой молодое поколение ничего не знает. Это музейная часть. Вторая часть. Книга начинает цениться как красивая книга, как вещь, которая, вот, кстати, к энциклопедиям она тоже относится. Смотрите, сколько сейчас книг начинают издавать на бумаге мелованной. Дорогой, тяжелый, все это. Но потому что есть представление о том, что вот настоящая книга, она вот такая. Она важная и красивая. И даже ее открывать не нужно, она есть. Для нас, библиотекарей, это еще очень важная вещь. Книга как элемент дизайна. Вот мне сегодня мы с утра слышали, да, книги убрать с первого этажа. Очень часто их даже не убирают, но они перестают работать как книги, которые выдаются. Они становятся элементом вот этого дизайна. Да, арт-объекты. И посмотрите-ка, в этой библиотеке у входа в связи со столетием революции памятник Ленина, да, и лежат вот эти вот самые книжки. Это что, информационное значение? Это выставка, что полистать и узнать, что Ленин писал по этому поводу? Нет. Это другое отношение к книге, но оно никуда не девается, оно есть. А что касается вот новой литературы, которая поступает, то, вы знаете, ну хотя бы потому, что у нас есть еще целое поколение людей, которые приходят в библиотеку только за тем, чтобы взять хорошую книжку, пойти домой или здесь, сесть в кресло, да, и полистать и почитать ее. И мы не вправе лишать их и говорить, ну вы просто устарели, что вы, вот, переходите на электронную книжку или сидите дома, зачем вы пришли к нам? У сына, внука есть у вас этот самый мобильник? Ну включите, там эта книжка уже там давно есть, или за 300 рублей ее купите. Это тоже наша миссия. И никуда от этого не деться. Может, через 50 лет, да, вот этой аудитории читателей не будет, и тогда пусть комплектование сокращается. Можно маленький комментарий к вышесказанному, да? Поделюсь результатами исследования, которое проводила Национальная детская библиотека имени Маршака «Подросток. Чтение и компьютер». И вот по результатам этого исследования 60% подростков
отметили именно положительную роль бумажной книги, именно в эмоциональном смысле этого слова, чтения бумажной книги. И лишь 40% отметили плюсы электронной книги. Но это были читатели библиотеки? Это были читатели библиотеки и школьники. Нет, потому что, конечно, есть аудитория, и вполне понятно, вот когда мне говорят о том, что вот этот шелест страниц, запах книги, это вот такое, в этом есть своя романтика. Я вспоминаю, в интернете я нашел размышления одной девочки, которая говорит: так приятно, в тишине, мерцающий экран. У нее уже появились вот эти же личные отношения, но уже не к бумажной книге, а к экрану и к тому, как книга представлена. Так что вполне естественно, да, книга тоже маргинализируется, она тоже уходит из центра культуры. Ну а за ней еще такая сильная традиция, вот эта вот память почти генетическая, что она важна, ценна, что даже когда в ней люди не будут искать никакой информации, она будет сохранять свою прелесть и колорит. Понимаете? Но так же, как, скажите, рукописная книга сегодня, если к вам попала в руки вот рукописная книга, сделана неважно когда, вот, и там в этой рукописной книге известный вам текст Александра Сергеевича Пушкина. Но вы же не выбросите только потому, что вам текст Пушкина там мне трудно читать. Нет, потому что это уже артефакт. Вот с этим уже мы отсюда никуда не уйдем. И, кстати, в этом во многом и такая точка сохранения библиотеки в будущем. Она может быть разной. Библиотека может уйти действительно вот в эту сферу третьего места, и книга там останется только контекстом. Но это очень важное третье место будет. Оно будет отличаться от клуба, тоже третьего места, именно тем, что это все будет проходить в интерьерах книги. Или мы уйдем книга станет музейной ценностью. Но это тоже очень важная вещь. Так что здесь у библиотеки есть будущее благодаря книге. Вы когда говорили о том, что очень легко в электронной среде симуляцию получать. Да, как вот сохранение, да, печатной стену, сегодня объективно единственное остается. Да, но это вот такая функциональная вещь, которая гарантирует сохранение библиотек, которые депозитарии, которые хранилища. Это верификация текстов. Да, вот что написано пером, того не вырубишь топором. В интернете это все совершенно по-другому. И есть много других вот таких же утилитарных вещей, но я сейчас говорю о глобальных вещах. Так. Вы сказали, что средства будут выделены в этом году на комплектование детских библиотек. Но по аналогии позапрошлого года эти средства ушли только главным детским библиотекам, субъектам, республиканским и областным. А вот можно ли сделать так, чтобы эти книги ушли сельским библиотекам? Потому что мы-то неплохо комплектуемся. А вот на селе, когда 10 книг в год поступает, а несмотря ни на что, ни на одну электронную книгу, по опыту нашей библиотеки, если ребенок не читает, но он приходит и видит вокруг себя это многообразие, он все равно берет книгу в руки. Вот можно ли сделать так, чтобы эти деньги были направлены в сельские? Они только сельские, вот детские, а вот все остальные... Нет, я именно говорю про детские. Вот нам пришло на 256 тысяч, но мы закупили и отправили этот сундучок по сельским библиотекам. У нас 20 муниципалитетов, и пока этот сундучок раз в полгода пройдет все, книги уже морально устареют. Да. Вот чтобы они не на главном библиотеке, а на сельском. Нет, вот сейчас это одна из тем моих дискуссий в Министерстве культуры. Она по поводу этих денег две дискуссии. Первая, это даже не дискуссия, а мои вопросы, где эти деньги и как с ними, какая их судьба, на каком этапе это решение. А второе, это как они распределяться должны. Потому что сразу же там появились самые безумные варианты. А как нам определить количество детей, которые обслуживают? А как определить, что я стоял на позициях? Не нужно рождать новые смыслы. Мы распределяли 300
50 миллионов библиотекам, исходя из численности населения, кажется, так вот. Ради Бога, дайте точно так же. На уровне регионов решат вопрос о том, как они будут дальше решаться. Если вы начнете сейчас собирать специальную статистику, я говорю, может быть, по количеству детей. Я говорю, хорошо, сделайте по количеству детей, тогда просто южные регионы получат больше, чем северные, а больше ничего не произойдет. Вот. Поэтому это предмет разговоров. Но исходная позиция и моя, и, кажется, вы понимаете, кто задавали, что это должно идти не по типу библиотек, а просто по библиотекам. Исследовательские библиотеки здесь, как и вот с трансфертами предыдущих лет, должны иметь приоритет, потому что они это ничего не получают. У нас сегодня, вот я положил статистику, что почти 70% комплектования фондов это за счет даров местного населения. То есть это если учесть, что в некоторых регионах хорошее комплектование, значит в других регионах 90% книг, поступающих в библиотеки, это то, что люди сами принесли. И это, конечно, катастрофа. Ну что, дорогие друзья, мы с вами... Спасибо.